Здравствуйте, с вами «Акцент». С 28 июня по 5 июля в Якутске пройдет третий международный конгресс «Музыка для всех» под названием «От международных мастер-классов к международным конкурсам», а также первый открытый международный конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка». И сегодня у нас в гостях руководитель Центра проекта «Музыка для всех» Ольга Харайбатова. Ольга Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Михайловна, расскажите, пожалуйста, про предстоящий конгресс. Так, ну, вы сами сказали, что третий международный конгресс. В 2013 году прошел первый международный конгресс, и в 2015 году второй международный конгресс. И концепция проекта, республиканского проекта «Музыка для всех», она была утверждена в первом международном конгрессе. А практическая деятельность была, как в мастер-классах, показана на втором международном конгрессе. Поэтому этот международный конгресс мы долго ждали, целых 3 года. И, как в названии говорится, от международных мастер-классов к международным конкурсам предполагается проведение впервые международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка». Розовая чайка – это самая красивая птица Арктики, и у нее самый высокий голос, говорят. Поэтому наш конкурс называется «Розовая чайка». Вчера уже прилетели из Южной Кореи 27 детей, которые будут играть в симфоническом оркестре. Это дети особенные, поэтому немножко пораньше прилетели, чтобы отдохнуть. И порепетировать, наверное. Да, конечно. Какие темы планируется обсудить в рамках конгресса? Ну, сначала мы проведем конкурс, а под конец это пройдет конгресс. И, естественно, в конгрессе будут обсуждены такое вот общемузыкальное образование. Как сделать так, чтобы люди знали не только цифры, буквы, но и музыкальную грамоту. Музыкальная грамотность мы хотим, чтобы вошло во все школы, все желающие могли бы иметь возможность заниматься музыкой. И должны по этому проекту в неделю 3 часа предмета музыка. Тогда только полное музыкальное образование может быть. Но этот проект не предполагает воспитание музыкантов, а предполагает воспитание гармонично развитой, конкурентоспособной личности. Вообще у каждого ребенка есть потенциал, и это все родители знают. Но как пробудить этот потенциал? Вот он и является, музыка является образовательной технологией для пробуждения вот интереса именно к жизненному успеху, жизненному интересу. И вообще он должен найти свое место в этой жизни. Ольга Михайловна, расскажите, пожалуйста, про основные мероприятия, где они будут проходить? Ну, самое основное мероприятие это будет 30-го на площади Дружбы народов перед Государственным театром оперы и балета состоится марш-парад духовых оркестров, которым примут наравне с Высшей школой музыки, духовым оркестром, филармоническим духовым оркестром, примут участие школьные коллективы из Чурапчинского улуса, из города Якутска, духовые оркестры. Примут участие, ну, естественно, мы должны гостям показать наших народный фольклор, ну, скажем, хамус, в данном случае музыкальный инструмент. И дальше официальная часть пройдет с 11 в Театр оперы и балета. Мы приглашаем жителей города Якутска 30-го на открытие, торжественное открытие на площади Дружбы народов. Будет очень интересная программа, потому что приезжает Валерий Кузаков, который выступил, ну, финалист «Голос детей». Да. Он родился, оказывается, в городе Якутске и принял наше приглашение и прибудет, и вы услышите живьем, как он поет. Сколько детей примут участие в конкурсе и какие страны они представляют? Да, у нас представляют 5 стран, вообще вот и конгресс, и конкурс. Очень много детей приедет из Южной Кореи, Япония представлена, Китай представлен, Россия представлена, но к сожалению, Монголия тоже должна была представить, но жизнь течет, жизнь меняется, дети, она заболели, и поэтому не смогут приехать. Но тем не менее, около 40 человек, это будут зарубежные гости, если точно 37 человек, и более 400 человек вообще участников. По каким номинациям пройдут конкурс? Это прежде всего фортепиано,
предпрофессиональная скрипка и виолончель. Это сложный инструмент. Да? Для того, чтобы приехать из Москвы, надо виолончель обязательно купить место. А у нас все участники приезжают за свой счет. Но проживать здесь будут, транспортировка и питание это бесплатно за счет Республики Саха. Данный конкурс проводится по распоряжению Айсена Сергеевича Николаева, нашего главы. И, в общем-то, мы готовы встречать гостей достойно. Угу. Кто будет судить участников конкурса? Да, участников судить конкурса и будут еще обсуждать, как идет у нас в Республике Саха проект «Музыка для всех». Это представители Соединенных Штатов Америки, это вице-президент ИСМЕ музыкального образования, всемирного музыкального образования Шейла Вудвард. Она, кстати, несколько раз, в тот раз приезжала к нам и очень заинтересована нашим проектом. Сама она является спонсором нашего, меценатом даже, можно сказать, нашего проекта. И несколько раз проводила онлайн-передачи, обучение. У нее, благодаря ей мы открыли программу «Музыка для всех. Детские сады. Начальное музыкальное образование». Приедет из Голландии большой крупный специалист именно по начальному музыкальному образованию Маргарет. Ее зовут, очень сложно, Хейден, Маргарет Хейден, так. Кроме того, приедут профессора Сеульской консерватории, профессор Исио Ямаси из Токио, Япония, и Санкт-Петербургская консерватория Нина Александровна Бергер приедет, с Московской консерватории приедут, и также будет представлена Владивосток институт, то есть Академия искусств. Угу. Все они будут судить, и, естественно, наши преподаватели Высшей школы музыки и музыкальных учреждений. Ольга Михайловна, где поклонники музыкального искусства смогут услышать выступления участников? Выступление участников фортепиано специализированно пройдет в Высшей школе музыки. Скрипка и виолончель пройдет с 30-го в Якутском колледже, музыкальном колледже. У нас есть особенность этого конкурса является то, что у нас есть номинация «Музыка для всех». И у нас в номинации «Музыка для всех» очень много желающих по фортепиано оказалось, да? Мы даже не ожидали. И они будут отдельно выведены «Музыка для всех фортепиано» и специализированная фортепиано. И «Музыка для всех фортепиано» они будут в этом духовной семинарии заниматься. Нас отец Фадей любезно представил. Учреждение. В связи с этим я хочу сказать, там выступающим же нужны фортепиано, чтобы они занимались там. И «Мир музыки» магазин, он нам тоже представил бесплатно свои инструменты. Это тоже очень хорошо, я считаю, партнеры наши, да. Кроме того, «Музыка для всех» инструменталисты будут, и конкурс пройдет в детской школе искусств номер 1, на площади Ленина, Ярославского, 27. У нас конкурсы открыты, просто снимать нельзя, но это родители наверняка... Любой желающий может попасть? Любой желающий может попасть. И мы все эти выступления должны будем снимать, а потом участникам раздавать в качестве, продавать и так далее. Фильмы сделаем. Это так, как это первый конкурс. Этот конкурс еще особенный тем, что в репертуар обязательно должны включить свой национальный, композиторов, национальные свои вещи, мотивы. Музыкальные вещи. Поэтому особенность в этом тоже, особенно из других стран они радуются, что они покажут именно свой, могут фольклор это показать и так далее. Да, особенности своей национальной музыки. Национальной музыки, именно, но тем не менее на классических инструментах. Приглашаем жителей и гостей города Якутска 30-го на площади Ленина концерт с 4 часов, 1 и 2 детские концерты. Кроме того, торжественное открытие 30-го на площади Дружбы народов. И во все конкурсные программы можете посетить бесплатно. Ольга Михайловна, спасибо за интересную беседу. Вам спасибо. С вами был «Акцент». До новых встреч.